Базар на месте парка «Сказка» размещался с 1909 до 1948 года. Решением городской думы новый базар расположился на углу улиц Первая, Новая, ныне Воронова, и Георгиевская, ныне Аяйра, занимая целый квартал. Место это было неровным, с котлованами, местами сильно заболоченным. Уклона воды не было, потому вода застаивалась и затапливала всю площадь. Позже вся площадь нового базара была выровнена, возведены торговые ряды, построены подъездные пути. Чертеж этого рынка нам оставил в своих воспоминаниях о Сухуме старый житель Чернышов в своей книге «Абхазия 30-40-х годов. Немецкая авиация бомбит Сухуми». В 1948 году на месте городского базара был создан парк. Было решено реконструировать этот район. В стройке, проведенной в очень короткий срок, деятельное участие приняло все население города. День и ночь не прекращалась работа. Почти 1,5-метровый слой грунта выкопали и убрали. Завезли новый плодородный. Парк закладывался методом народной стройки, участниками которой явились тысячи сухумцев. Их руками были посажены деревья и кусты. В саду заструились фонтаны, дорожки украсились лампионами, а вокруг выросли новые дома. 10 тысяч кубометров плодородной земли было завезено на старую рыночную площадь. Десятки грузовиков привезли зеленого дерна, нарезанного на лугах. Сложенные как паркетный пол, они снова срослись и образовали зеленый бархатный газон. За одну весну 48-го здесь посажено более 6 тысяч больших деревьев и кустарников 132 видов. Напротив рынка находилась автобусная станция, и за ней на целый квартал тянулся пустырь. Этот небольшой парк был огорожен чугунной решеткой. На столбах изгороди были расположены скульптурные бутоны. Со стороны улицы Сталина, ныне Аяйра, он был обсажен лузитанским кипарисом, олеандром и черной акацией. А со стороны улицы Кирова, ныне Ардзенба, этим же видом кипариса и штамбовым благородным лавром. В парке было много обильно цветущих в разное время года кустарников. Внутри парка помещалась открытая эстрадная площадка, обсаженная высоким бордюром из лигуструма. В 1952 году в парках Сухума было проведено немало интересных мероприятий. Лекции, киносеансы, выступления кружков художественной самодеятельности городских клубов и учреждений. Концерты артистов Сухумской государственной филармонии, проводимые в парках, привлекали большое число жителей. Сюда на массовое гуляние жители Сухума приходили целыми семьями, играли в настольный теннис. Ну что, парк «Сказка», парк, который уже несколько лет радует нас своими новыми какими-то поворотами, новыми посадками и вообще стал выглядеть оживленнее. Что мы можем сказать о нем? Ты как ландшафтный архитектор, скажи нам, как, по-твоему, этот парк выстроили и насколько правильно с точки зрения ландшафтной архитектуры? Можно? Манана, мы находимся с вами в оживленной центральной части города нашего, да? С четкими линиями архитектурными. И если мы посмотрим на наш парк сверху, мы что видим? Прямо квадрат, видим четкий композиционный центр и видим линии, которые ведут нас к этому центру. Да? То есть как бы это вот парковые аллеи. Да. Мы видим вот эту главную ось, в центре которой находится фонтан. Мы видим перпендикулярные линии, видим площади, которые формируют центральную часть парка, и видим диагонали, которые идут от углов к центру. Мы видим аллейные посадки великовозрастных деревьев. Мы вообще в парке наблюдаем большой ассортимент
декоративных форм, древесных растений с круглогодичной декоративностью. Сегодня мы видим осенние краски в виде ликвидамбра, клена. Но если рассматривать их эстетическую часть, мы видим, что они немножко у нас имеют немного болезненный вид. Это с чем связано? До ремонтных работ, до работ с благоустройством вот этой территории, парк был долгое время заболочен. Высокая влажность, следовательно, деревья у нас немножко ослабели, да, то есть как бы они покрылись вот этим мхом лишним, плесенью. Но сегодня мы наблюдаем, что поверхность у нас сухая, следовательно, дренажные работы выполнены правильно. Правильно, да. Да, у нас возобновляется травянистый покров. Естественно, его тоже нужно регулярно засеивать, стричь, пропалывать, чтобы у нас был такой вот идеальный газончик. Да, но тоже это со временем, я думаю, все придет в порядок. Но нам чего не хватает? Нам не хватает кустарниковых групп. То есть мы видим пустоты, которые необходимо заполнить. Также мы видим сильную открытость парка. Я не против открытости, но в данной ситуации мне немножко не хватает вот этой вот кулуарности, да, вот какой-то периметриальной закрытости парка, потому что активное движение машин со всех сторон. У нас здесь много детишек проводит время, у нас люди просто перемещаются от одной точки к другой. Да? Вот сейчас, как у нас, вот этот парк у нас разделяет административную часть города и спальную часть города. Он разделяет старый исторический город с новым городом. На окраине исторической части. Вот он как раз стоит, он стоит на окраине исторической части. Да. Поэтому очень многие люди утром идут на работу, дети идут в школу, как раз таки через этот парк. Вечером после работы родители с детьми проводят здесь свое время. Потому что фонтан детей привлекает, фигурки детей привлекают, мероприятия здесь проводят детские. И если мы будем говорить о том, что у него какая-то такая детская направленность, конечно, есть определенные минусы в благоустройстве. Здесь слишком много углов, которые небезопасны, травмоопасны для малышей. Понятно, там ребенок, когда уже постарше, он уже контролирует себя, а маленький, который еще учится ходить, там только начал ходить, он будет регулярно спотыкаться. То есть, Нала, ты вот обратила внимание, ну и мы, соответственно, уже тоже, о том, что все бордюрчики вот на этих клумбах и так далее выполнены в форме острых углов. Они не просто так выполнены в форме острых углов. Это регулярный стиль, регулярная планировка, понимаете, ландшафтной архитектуры, когда четкие прямые углы. Но реконструкция происходила в 2023 году. Мы сегодня, то есть как бы ландшафтные архитекторы, проектировщики, мы за комфорт в городской среде, мы за мягкость линий, мы хотим больше природы привнести вообще вот в эту городскую среду, да, то есть как бы плавные. Я понимаю, что плавные линии, они сложны в своей реализации. Но раз мы говорим о том, что мы хотим, чтобы парк был детским, чтобы здесь регулярно проводились детские мероприятия, да, то есть как бы тогда, конечно, эти моменты нужно учитывать. Ну и опять же, спасибо за то, что он приведен в порядок, да. Мы же видим, как активно им пользуются. Нет, бесспорно, что место стало оживленным, что оно стало эстетичным. Визуально, да, но чистым стало. Лучше. Но, конечно, были желательные линии были бы более плавные. Да. Коль мы этот парк уже решили, что он детский парк. Если он детский парк. Да. Потому что раньше это был просто парк такой транзитный, кратковременного отдыха. Здесь надолго люди не задерживаются. Да, то есть это максимум час, полтора, грубо. В целом это вот кратковременный получасовой отдых. Пришли, там как-то заняли, посидели на лавочке, пообщались, ушли. Да? Потому это все диктует вот эта активная городская среда. Она уже задает этот тон. Нала, и вот еще раз, ты уже сказала о кустарниках. Ну, давайте еще раз остановимся на этом. Дело в том, что видно, что все-таки вот пустоты присутствуют. Пустоты присутствуют, их Какие немало. бы кустарники, на твой взгляд,
хороши были бы в детском парке. Вот что ты скажешь? Вот что важно. В детском парке не должно быть кустарников с колючих, у которых есть какие-то ягоды, потому что ребенку свойственно все пробовать. Да, то есть это должны быть либо вечно зеленые формы, без каких-либо острых, колких моментов. Да, то есть какой-то может быть... Раньше, в советское время, наши парки активно озеленялись бюречиной. Ее сейчас тоже очень много. То есть из нее можно создавать живые изгороди, да, то есть как такие четкие линии и формы, которые вот хорошо стригутся и плотность имеют хорошую. Красиво цветущие камелии никто не отменял, да, то есть как бы, если мы сейчас скажем немножко про олеандры, я бы их, конечно, по периметральной части посадила, потому что все-таки у олеандров есть этот момент, они немножко ядовиты, но тогда, когда вы их сорвали, и вот этот вот сок попал там вам на кожу, как бы в глаза. Но в целом в той части, где нет активного вот этого детского вмешательства, его можно использовать. А что еще? Вот тут представлены формы гордении, вот эти вот кусты, которые в аллейной такой посадке. То есть ее можно возобновить. Гордения, да. Она так пахнет. Она пахнет, у нее круглогодичный эффект. То есть она очень красивая. Что еще здесь есть? Ну, мы видим остатки вот этой берючины, потому что, скорее всего, здесь были живые изгороди из нее. Но она уже настолько агрессивно, скажем так, выросла, что она уже достигла форм древесных. Вот. Ну, как бы обычно ее до этих размеров не доводят. Но опять же, это все потому, что не было вовремя ухода, стрижки, формовки. Османтусы, которые великолепно пахнут. Да? То есть как бы они здесь тоже представлены, но их нужно подлечить. Если так, еще каких-то именно кустарниковых формах, я не очень люблю проектировать хвойные, вот эти туи, да, то есть как бы они немножко... Почему? Объясню почему. Если это плотная живая изгородь, она хорошо смотрится. Плотная именно. Да. Плотная как создается? Это вот они прям рядом, друг с другом. В шахматном порядке, они рядом сажаются, да? Нам же здесь, ну, если мы говорим о живых изгородях, это нам нужно сделать вот этот вот забор, так называемое ограждение, да? Ну, вы поймите, уже сразу будет стеночка определенная, которая нас визуально как бы разделяет вот эту пешую часть и внутреннюю, вот эту кулуарную часть, да? А вся остальная, вот эти вот пустые газоны, их, конечно, уже нужно высаживать красиво цветущими кустарниками. Мы можем и розы посадить, но за розами нужен должный уход. Да, я скажу, что когда-то Сухум славился именно штамбовыми розами. Да. В советское время. Именно тогда, когда мы получили первое место по чистоте города. Упоминалось, что Сухум засажен розами. Но розы это прекрасно. Сейчас, конечно, их очень мало. Очень мало. И поэтому, знаете, в советское время не скупились выделять средства на зеленые посадки, потому что газеты все время приводилось пример, что посажены 12 тысяч таких роз, там, хризантем, любуструмов и так далее, и так далее. Сейчас, конечно, больше внимания у нас все-таки выделяется таким... Знаете как, уделяется твердым... Нет, вот если мы говорим о вопросах благоустройства, сейчас в приоритете твердые покрытия. Объясню почему. Потому что предыдущие себя уже изжили. Да. Наши люди хотят ходить по нормальным тротуарам, да, не хотят пачкаться в дождь, в непогоду. Поэтому я предполагаю, что эти вопросы всегда в приоритете. А вопросы озеленения, они очень дорогостоящие. Потом как получается? Мы высаживаем, из 100% у нас может не прижиться 20. 30. Да. То есть опять это все нужно промониторить, опять нужно за этим всем ухаживать. То есть для этого нужен штат сотрудников. Мне кажется, что тогда, конечно, в советское время здесь был колоссальный штат сотрудников, здесь постоянно все инвентаризировалось. Сегодня немножко мы видим другую картину. Ну и опять же, спасибо, что у нас есть этот великолепный фон и наследие, которое озелененное, и мы не чувствуем, что нашему городу чего-то не хватает. Ну, обычный зритель, да, то есть как бы обычный человек, который проходит, он видит этот фон, щит, и ему кажется, что всего достаточно.
Алла, в послевоенные годы мы всегда мечтали, чтобы этот фонтан наконец-то заработал. И вот он заработал и радует наших детей. Что ты вообще об его архитектуре можешь сказать? Ну, это мавританский фонтан. Ну, мне так кажется, что он только в таком испанском стиле выполнен, нет? Ну, вообще похоже. Похоже очень. Он напоминает парки в форме атриумов. Знаете, когда на виллах в центре располагались Какие-то фонтаны, окруженные галереями. Да. Но мне стилистику эту напоминает фонтан. Ну, ассоциации такие, да. Вообще у меня архитектура парка сказки и сквера у кинотеатра очень мне напоминает испанскую архитектуру во многом. Может быть, этим вдохновлялись наши архитекторы? Может быть. Итак, вообще соприкосновение с водой завораживает. Да. Как это, да? Вот у огня сидеть и смотреть на воду. журчащую воду. Именно вот эти бутоны были на ограде парка «Сказка», железная ограда. Вот именно эта форма была. Представляете, ограды нет, Да, а сами бутоны остались. остались. Мы с вами стоим в центральной части Парка. Да? То есть у нас открывается площадь, у нас открывается фонтан, у нас открывается единица как кафе. Понимаете, как кафе как единица, туалет как единица – это необходимые элементы парка. Почему? Потому что люди много времени здесь проводят. Да. Им нужно что-то перекусить, выпить. Да? И тем более коммуникации это все подведены, поэтому единица кафе, она должна быть. Здесь она хорошо сюда вписалась. Вот. Но немножко большая площадь, открытая для жаркого города. То есть в летнее время здесь находиться очень тяжело. Поэтому, когда проектировались вот эти части новые, да, все-таки зеленых зон нужно было сделать побольше и высадить высокие деревья. Ну, понятно, что они сейчас со временем они стали бы высокими, но для того, чтобы в будущем они создавали вот эту определенную тенистость. Потому что когда мы в жаркое время года с одной точки парка переходим в другую, здесь, конечно, происходит коллапс. Да, то есть как бы тут очень жарко, невозможно находиться. И сюда только можно выйти после 6, после 7 часов вечера. Странно, мы южный город. Почему мы не заморачиваемся теневыми деревьями? Ну, это необходимость. Это наша необходимость, понимаете? То есть это должно быть все время проектироваться, все время сажаться. То есть как бы без этого наш город жить не может. Очень жарко. И такое количество плитки создает лишнее испарение, лишнее накаливание. Это немножко сложно. Мне кажется, мы больше приоритеты ставим на эстетику, Да. а на функционал вот меньше, к сожалению. Да? Да, Вот, иначе бы мы все-таки заморочились бы тем, что вот здесь нужно создать шатер из деревьев. Да. Или создавать уже конструкции, которые создают определенную тенистость. Перголы, навесы, Беседочки. баскеты, да, то есть как бы такие вот малые формы архитектурные, которые используются в ландшафте. Вот смотрите, у нас есть линии определенные, которые нас ведут, да, то есть как бы можно поднимать эти конструкции, засаживать их лиановидными растениями, которые тоже имеют круглогодичную декоративность, вечно зеленую. То есть тень постоянная. Тоже плюс для решения вопросов с жарким климатом, да, как вариант. Самое удивительное, Нала, в том, что если наши зрители увидят старые фотографии, здесь были все, что ты называешь. И перголы, и беседочки, и шатры какие-то. Но почему сейчас мы это все не учитываем, очень жаль. Да, к сожалению, у нас нет ответа. Да. Ну, будем надеяться, что другой этап работы... Все-таки да, будем надеяться, что другой этап работы нам предоставит кустарники,
в первую очередь, да, то есть как бы насытит, эту плотность создаст в нашем парке, да. И будем надеяться, что все-таки какие-то малые архитектурные формы тоже здесь появятся. То есть основные вопросы решены. Вода ушла, покрытие есть, да, то есть как бы парк функционирует, работает. Ну, нужно, прежде всего, желание, прежде, и возможности. Да. Нет, разве? Конечно, ну, возможность должна быть. Да, Да. прежде всего. Нала, и вот по парку, подытаживая наш с тобой разговор, давай еще раз перечислим те растения, которые, чтобы наш зритель запомнил их, какие растения произрастают в парке «Сказка». Так, давайте обсудим. Вот что мы видим. Мы видим магнолии, мы видим клены, кедры, кипарисы, сосны, пальмы разных видов, то есть и финиковую, и вашингтонию, смолосемянник, эвкалипт великолепный, вот там, кстати, какой стоит, да? Яркие формы, оранжевые, это у нас ликвидамбр, клен, платаны высматриваются, которые на улице Воронова произрастают, Да. там как раз аллея. Потом мы спускаемся ниже ярусом, да? Это юкка, османтус, лагерстремия, бирючина, гранат. Что еще у нас тут? Церсис. И даже тис есть. Тис есть, да. Так, что еще? И потом уже у нас получается кустарниковый фон. Это как раз-таки гордения. Ну, его мало. Да, Его мало. кустарников очень мало кустарников. Там даже есть виды глицинии. Это лиановидная глициния. И вот там как раз необходима пергола. То есть это такая конструкция, которая потом, эта глициния вся, конструкция обвитая уже всей этой глицинией. Давай Спасибо. разъясним для наших зрителей. Пергола. Пергола, конструкция. Это конструкция. На 4-6 ножках, прямоугольная. То есть это вот навес со стол, ну как бы на ножках. То есть беседочка. Беседочка такая, Другими прямоугольная словами. беседочка с речками, которые идут по поверхности. То есть она бывает крытая, бывает открытая, прозрачная. Да? То есть Да. как бы эта конструкция позволяет по ней виться лианам, за счет чего создается вот эта вот плотность на поверхности, То есть- тенистость. То есть у нас здесь именно мы можем создавать такие беседочки Да. во всех концах этого парка. Везде. И это будет Планировка нам зона позволяет. для фотографий, это Да, будет зона да. отдыха и так далее. Да. То есть фантазии здесь... Еще лавровишня. Вот я лавровишню вижу. Ну и мы видим новые посадки. Это апельсины в бетонных кашпо. Вот Мгм. по площади расставлены. Ну, насколько это вообще, на твой взгляд, апельсины? Апельсины это отлично. Это Это хорошо. цитрусы, Да. это наши субтропики. Это красота определенная, которая свойственна нашему климату и нашей культуре. Но немножко, когда мы в кашпо их зажимаем, для их жизнедеятельности это сложно именно в жаркое летнее время, следовательно, нужен дополнительный уход, постоянный полив. Но в целом у них состояние хорошее. Вот по поводу, кстати, апельсинов, я должна сказать, что у нас по проспекту Аяйра они растут, Да. а вот выше туда. Они И еще на Эдгелора растут. Я хочу сказать, что я видела недавно отдыхающих, которые срывали их, и диву давались, что у нас произрастают в общественных местах и мушмала, и апельсины, И всё это хурма. можно, и хурма, которую можно есть, и Да. за которую тебе ничего не будет. Да, да. И это Экологически чистая. Да, экологически чисто. На территории старой автобусной станции был выстроен кинотеатр «Сухуми» в 1948 году. Чуть позже рядом с ним стали строить помещение летнего кино. Именно в этот период разбили новый сквер. В архиве музея мы нашли фотографию, где расчищают землю под строительство сквера.
Устроили клумбы, построили бассейн для фонтана, провели отделочные работы на площадке, где продавалось мороженое и прохладительные напитки. Вся территория сквера и летнего кинотеатра была огорожена красивой решеткой. Здесь было высажено до 1000 различных растений. Это было одно из красивейших мест Сухума советского периода. Через некоторое время декоративный фонтан убрали и поставили несколько скульптурных композиций в духе популярного в то время Церетели, который очень увлекался мозаикой. В 80-е годы на этой территории появилось кафе Ацангуара, которое в наши дни трансформировалось в косметический центр. Ну, мы с тобой на развалинах былой роскоши. Парк или по-другому сквер у кинотеатра Сухуми. Очень многие сухумчане помнят и знают, как здесь было хорошо. Ну, несмотря на то, что все очень запущено, но давай тоже дадим некоторую характеристику этого сквера. При всей запущенности в осеннее время он выглядит безумно красиво за счет вот этой вот яркости мозаики и фона растений, которые вокруг высажены. Как я могу оценить этот сквер? Он небольшой, замкнутый, прямоугольной формы. Да? У него есть две доминанты: кинотеатр Сухум и бывший ресторан. Сейчас уже салон, быстрое питание. Да, то есть но архитектура сохранена. Архитектура плавных форм. Невысокая архитектура, которая мне напоминает Испанию. Почему-то. Ну, даже не почему-то, наверное, потому что просто она ассоциируется у меня с Гауди и с его работами. Вот эти... Вот сами конструкции, да, то есть фонтан, форма. Это змея? Это змея или что это? Я бы у кого-то вот как факел, да, какой-то вымпел, факел. Ну, не знаю, что хотел. Но мне почему-то больше кажется, что это животный мир. Знаете почему? Потому что вот эти конструкции напоминают слонов. Да, там слон. И вот так у меня такое ощущение, вот как будто это удав или кобра поднимающаяся. Это мое субъективное мнение. Кобра? Кобра как будто поднимающаяся. Но опять же в слишком ярких тонах, да, вот этих жарких южных. Слушай, а у меня ассоциация осьминог. Возможно, осьминог. И точно. Его щупальца. Щупальца, которые вот по земле расходятся. Да. Знаете, учитывая, что все архивы сожжены, конечно, мы можем только домысливать. Да. Работы похожи на работы Церетели. Церетели, да. Они очень схожи с нашими остановками. Да. Но мы знаем, что Церетели увлекался Гауди, да? Да, да. Я думаю, что он вдохновлялся именно работами Гауди. По крайней мере, очень похоже. Несмотря на то, что скверик очень маленький, но он такой просто удивительно комфортный. Яркий, комфортный. Посмотрите, даже вот то, как вот эти врата оформленные, да, скамейки оформлены тоже в таких мягких формах. То есть вот хочется, чтобы кто благоустраивает парк-сказку, вдохновлялся вот этими элементами. То есть вот эту вот мягкость и сказочность перенести туда было бы очень хорошо. И даже те кустарниковые формы, которые здесь произошли, их просто нужно почистить, привести в порядок. Периметральные все посадки тоже великолепные. Вот кедры, кипарисы, платаны. Что здесь у нас? Посмотрите, какие пальмы хорошие. Да, то есть, скорее всего, их нужно подлечить. Да. Но в целом все в достаточном количестве на вот эту небольшую площадь. Да, очень достойно. Да. Очень достойно. Особенно по периметру вот этот японский клен, который просто изумителен. Это даже не японский клен. Что это? Это именно ликвидамбр. Вот это ликвидамбр. Чем ликвидамбр отличается от японского? Он похож на платан больше. У него вот его плоды, которые, это прям они идентичны платану. У клена таких нет плодов. И ликвидамбр у нас выращивается в Обнилосе, в Ачимчире, и оттуда его как раз-таки, как саженцы, выбирали их, и поэтому так много посадок в городе представлено. То есть улица бывшая Гоголя, Двор,
Парк Свободы у Совмина. Мгм. Там 2 диагональные аллеи полностью высажены ликвидамбром. Очень часто его использовали в озеленениях трассы нашей республиканской. Даже когда вы едете, особенно именно вот с Сухума, если мы едем в Ачимчирскую Да. сторону, там есть несколько экземпляров. Но он красочный. У него красочность лучше, чем у клена. Даже у клена. Клен просто желтеет, понимаете? А он имеет вот эти вот Краснеет. красные нотки. Да, красные тона. Ликвидамбр. Ликвидамбр. Надо запомнить. Я, вы знаете, когда смотрю на это пространство, я всегда здесь вижу какие-то культурные мероприятия, выставки, вот художники, когда пленеры проводят, Да. когда живописью занимаются, вот какой-то ручной труд, когда здесь ремесленники, когда выходят на какие-то культурные мероприятия. То есть у меня вот с этим ассоциируется эта площадка, этот сквер. Знаешь, Нала, вот очень обидно, что он выпал из нашей жизни. Вот этот кусочек просто маленькой сказки. Да. Очень хочется надеяться, что тот, кто будет восстанавливать кинотеатр в Сухуми, все-таки возьмется и за этот уголок. Ну, не получится просто. Никак. Это единый комплекс. То есть вся проблема этого сквера, потому что кинотеатр не действует. Как только вот кинотеатр заживет, и здесь тоже жизнь появится. Я даже в этом не сомневаюсь. Но что самое удивительное, что даже в таком вот заброшенном состоянии люди приходят сюда, и несмотря на это даже отдыхают. Да, проводят свое время, фотографируют. Даже посмотрите, какой газон здесь. Да. Эстетика парка вот этого сквера просто изумительная. Да, да. Спасибо, Нала, тебе. Вам спасибо. Спасибо.